الله أكبر الله أكبر. فإني مكافر بكم, поясни, я буду радоваться вашим большинством завтра судный день перед остальными умматами. Поэтому, когда из уммата пророка, алейхиссалату вассалам, рождается больше детей, это радует пророка, алейхиссалату вассалам. Но вместе с этим хадисом я хочу здесь отметить, дорогие мои братья, о важности воспитания этих детей. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал, что я буду радоваться большим количеством моего уммата. Разве будет Расулуллах, саллаллаху алейхи вассалям, радоваться нашими детьми, если мы их не научили намазу, не научили соблюдать пост, не научили быть богобоязненными, не научили их остерегаться от больших грехов? Если наших детей будет воспитывать распущенное, развратное общество и испорченный телевизор, если мы придем к пророку, алейхиссалату вассалам, вот этими испорченными детьми, ослушивающимися Аллаха, разве такими детьми будет радоваться Расул? Конечно же нет. Это не обрадует пророка, алейхиссалату вассалам. Из этого хадиса мы также должны понимать, что пусть у вас будет побольше детей, чтобы я гордился вашими детьми. Имеется в виду, вы воспитаете детей достойным воспитанием, так, чтобы я гордился вашими детьми. Гордился вашими детьми перед остальными умматами. Когда человек умирает и заходит в могилу, если он после себя оставил хороших детей, богобоязливых детей, совершающих намаз, соблюдающих пост, посещающих джума, у него бывает уважение среди других обитателей могил, и они ему говорят: баракаллах тебе, маша Аллах, ты хорошо воспитал своих детей. А если кто-то не воспитывает детей, оставил воспитание на произвол судьбы, бегал за деньгами, чтобы кормить детей, забыл свой долг перед Аллахом, воспитание. На воспитание не уделил внимания. Целый день работал, воспитание оставил, на произвол. В этом случае, говорит, ему другие покойники будут его упрекать в могиле, скажут: кого ты оставил после себя? Кого ты оставил? Каких детей ты оставил после себя? Вот такой упрек он будет получать от других своих соседей, обитателей могил.